71 мегаватт мощности, паровая 280 мегаватт и трехконтурный котел утилизатор. Это главный объект района, к которому приковано внимание всей страны. На Заинской ГРЭС появится новая парогазовая установка. Работы начались в декабре. Завершить модернизацию планируют в 2025 году. Заинская ГРЭС является единственным источником теплоснабжения города. Строительство нового блока даст импульс развитию экономики района, сократит расходы газа и уменьшит объемы выбросов, снизит стоимость электроэнергии для потребителей. Заинская ГРЭС может стать одной из самых эффективных электростанций страны. В июне текущего года будут выведены из эксплуатации 4 из 11 работающих энергоблоков действующей станции. Соответственно, коллективом предприятия на 2022 год стоит задача повышения эффективности работы. О повышении уровня доходов населения Алексей Песошин говорил уже на сессии района. Заинск занимает 17 место в республике по уровню зарплаты. Это значит, что порядка 4 тысяч заинцев имеют денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. Задача перед администрацией района, перед депутатским корпусом снизить уровень бедности до среднереспубликанского значения, который на 2022 год обозначен 6%. Премьер потребовал разобраться с предприятиями, которые выплачивают зарплату ниже МРОТ. Таких в районе 23. Заинский район на 37-м месте по доле малого и среднего бизнеса. Алексей Песошин призвал администрацию района уделить большое внимание развитию инфраструктуры, поддержке предпринимательства. Невысокий показатель здесь можно объяснить большим объемом валового территориального продукта продукции крупных предприятий района. Здесь нужно обратить внимание, что есть еще и относительные показатели. Количество занятых в секторе МСП в расчете на 1 тысячу населения у вас составляет 61,1 человека, да, то есть, а по республике 131,3. Заинский район является одним из лидеров в сфере сельского хозяйства, однако есть и проблемы. Сокращение поголовья КРС, мало фермеров, низкая оплата труда. Приоритетными задачами остаются вопросы здравоохранения. За 5 лет в районе капитально отремонтированы диагностический корпус, операционный блок и стационар ЦРБ. Детская и взрослая поликлиники, филиал 2-й поликлиники, построены 8 ФАПов и 2 врачебные амбулатории. В этом году появится фельдшерско-акушерский пункт и отремонтируют женскую консультацию. Также планируется начать строительство нового бассейна 35-й квартале дворца бракосочетания на территории будущего парка молодежный. Провести капитальный ремонт. Вот, планируем, ждем ремонт инфекционного отделения Заинской ЦРБ. На очереди капитальный ремонт родильного отделения. В завершении рабочей сессии Алексей Песошин отметил, в районе есть все ресурсы для развития экономики и улучшения качества жизни людей. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Заинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.